Информбюроны әрі қарай әріптесім Наталья Райым жалғастырады. Рахмет, Аида, добрый вечер. Коротко о событиях понедельника. Как на пороховой бочке. Как вышло, что жильцы сразу нескольких домов соседствуют с АЗС. Где-то взорвался АЗС, там газ, и как бы небезопасно. Какое расстояние необходимо по стандартам? Как власти объясняют тесное соседство? Ведь заправка там появилась гораздо раньше. Сначала спутник, потом Pfizer. Как привитый человек перенесет другую вакцину? Человек привился, значит, были учтены все противопоказания. Какова статистика заболевших дельта-вирусом? Как проявляются симптомы? Отстранить от работы? Еле стояла на ногах. Почему чиновница приехала нетрезвой, чтобы разрешить ситуацию с вакцинацией? Смогла ли она помочь? И чем закончился скандал? Кадровый голод. Каких специалистов не хватает Казахстану и каких специальностей переизбыток? Здесь очень много работы. Почему количество вакансий, опубликованное на бирже труда, в 2 раза больше? Настоящую трагедию пережили несколько семей в Алматинской области. Более 10 человек лишились крова из-за пожара. Старое здание сгорело практически полностью. На улице вынуждены жить и беременные, и маленькие дети. Погорельцы винят во всем соседей. Можно ли было избежать трагедии и почему чиновники и полицейские разводят руками, расскажет Жанат Айтенова. Полуторагодовалая Аяжан до сих пор боится заходить в дом, который сгорел на ее глазах. Ребенок плачет каждый раз, когда родители подходят к обгоревшему помещению. Мы в ту ночь проснулись от сильного крика нашего ребенка. Выбежали на улицу, в чем были. Ни документов, ни одежды не взяли. Как только переступили порог, огонь распространился на все комнаты. Дочь до сих пор боится заходить сюда. Пожар начался в этой квартире. По словам соседей, хозяева увлекались спиртными напитками и часто устраивали здесь шумные посиделки. В ночь пожара они буквально сбежали из дома и никого не предупредили о возгорании. А во дворе этой квартиры до сих пор тлеет мусор, который приходится тушить другим пострадавшим. Местные жители винят в трагедии неблагополучных соседей. Они рассказывают, что неоднократно просили полицейских принять меры в отношении дебоширов. Но новый участковый, который пришел сюда всего 5 месяцев назад, этой проблемой не занимался. В итоге произошла вот эта трагедия. Отвечать за случившееся теперь вряд ли кто-то будет. Имущество не застраховано. Да и мало кто в районе прибегает к услугам страховщиков. Тем более, рассказывают жильцы, строение ветхое. Помочь жильцам никто не в состоянии. Чиновники разводят руками. Акима сельского округа пострадавшие ждали несколько дней. Сегодня он все-таки приехал на место и сообщил, что на такие случаи из местного бюджета деньги не выделяются. Если было бы объявлено честь, то все рассматривала бы специальная комиссия, тогда, может быть, выделили бы какие-то средства. А так нет, не предусмотрено. Но мы поможем с каким-то материалом, и рабочие сегодня придут, мусор вынесут. Односельчане собрали немного денег, купили одежду для пострадавших, но это капля в море, говорят активисты. Только на ремонт кровли нужно около 3 миллионов тенге, а пока вынуждены ютиться в уцелевшем помещении без благ цивилизации. Жанат Айтенова, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. А вот следующие наши герои боятся оказаться в такой же ситуации. Жильцы многоквартирного дома, расположенного в самом центре столицы, уверены, что могут взлететь на воздух. В 40 метрах от их дома расположен автозаправочный комплекс, на котором есть и газозаправочная станция. Люди обращались в городской акимат с просьбой перенести взрывоопасный объект, но получили лишь отписки. Тему продолжит Даля Насипова. Жилой комплекс «Сапфир» расположен на проспекте Менгелек-Ель буквально в нескольких шагах от одного из самых узнаваемых объектов страны – Триумфальной арки. Люди рассказывают, что, покупая квартиры в центре столицы, в доме бизнес-класса, и предположить не могли, что будут жить как на пороховой бочке. В 40 метрах от их дома расположена автозаправочная станция. Заправляет на ней не только бензин, но и газ.
По требованиям пожарной безопасности минимальное расстояние от автозаправки до здания должно составлять не меньше 50 метров. Но рядом с Газгольдером строится еще несколько домов. Работы на стройплощадках практически не останавливаются. Люди обеспокоены тем, что одно неосторожное действие рабочих может привести к трагедии. Недавно слышали в новостях, что в Новосибирске где-то взорвался АЗС, там газ. И как бы небезопасно. Люди бы хотели бы жить спокойно. Жильцы дома еще в апреле написали заявление в акимат с просьбой перенести заправку на безопасное расстояние, но получили отписку от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. В ответном письме говорится, что участок земли находится в частной собственности, и заправка там появилась законно, еще до появления этих жилых строений. В эксплуатацию она введена 5 лет назад, в то время как дом сдался позже, в 2019 году. В ведомстве не видят причин для беспокойства и настаивают на том, что все меры безопасности соблюдены. При согласовании эскизного проекта действующие нормы соблюдены. То есть расстояние от заправки к действующему ЖК, они соответствуют СНИПам. И если были какие-то нарушения, мы бы не согласовали. Пока в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, не выезжая на объект, уверяют, что на бумаге все изложено верно, жильцы жилого комплекса «Сапфир» готовят заявление в прокуратуру. Далее Насипова, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нур-Султан. Тем временем ситуация с коронавирусом в нашей стране лучше не становится. За сутки выявили 3899 заболевших. Большой процент приходится на индийский штамм. Однако доктора вновь предупреждают, что дельта распространяется молниеносно. Итак, напомню, основные симптомы этого штамма – это тот же кашель, боль в мышцах, повышенная температура. Появляется очень часто насморк, но есть и другие отличия. При дельта-штамме страдает желудочно-кишечный тракт. Часто он сопровождается расстройством желудка и диареей. А вот потери вкуса и обоняния практически нет. Стоит об этом помнить. Врачи рассказали о том, кто наиболее уязвим перед штаммом дельта. Оказывается, пандемия молодеет. Индийский вариант чаще всего поражает пациентов от 14 до 29 лет. Тем временем казахстанцы, которые собираются в отпуск, беспокоятся о прививках. Справки о вакцинации спутником, Казваком и Хаятваксом действительные, но не во всех странах. Но врачи-инфекционисты советуют, можно получить оба компонента прививки, а затем вакцинироваться другим препаратом, любым из тех, где принимают за рубежом. Специалисты уверяют, что это не опасно. Получить третью дозу вакцины можно уже через 3 недели. Дело в том, что если нашими вакцинами человек привился, значит, были учтены все противопоказания, как аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний. Вот. Поэтому, в общем-то, за эти 3 недели, 3 месяца, наверное, состояние здоровья не ухудшится. Тем временем у жительницы Караганды сложилась неоднозначная ситуация с вакциной. Надежде Николаенко и прививку делать отказываются, и медотвод не дают. Женщина боится, что после 15 июля ее не допустят к работе, и она останется без средств к существованию. Что делать в таких случаях, выясняла Людмила Батюшкина. Уже лет 20 Надежда Николаенко живет с высоким давлением. Когда объявили об обязательной вакцинации, пошла сделать прививку. Отстояла очередь, но в пункте вакцинации тонометр показал давление 260. Ее отправили домой. Через 3 дня история повторилась. Врач отказался ставить ей вакцину. Ему предложила, я говорю, давайте я подпишу бумагу, вы мне провакцинируете, что я к вам претензий никаких не имею. Он говорит, а вы умрете здесь, а я, говорит, отвечать не хочу. Надежда пошла к участковому врачу, тот прописал таблетки. 2 наименования ей выдали бесплатно, остальные нужно купить самой. То есть деньги на лекарства нужно заработать, а от работы ее через несколько дней отстранят. Или оштрафуют работодателя. Женщина подводить его тоже не хочет, замкнутый круг получается. Заставляют нас же делать эту вакцину. Но значит, что-то должно было быть, какой-то компромисс. Я не улыниваю. Я согласна делать эту вакцинацию. Я не ухожу от закона. Ну, раз у меня не получается, должны же быть какие-то другие выходы. Список абсолютных противопоказаний для вакцинации довольно внушителен. В него входят гиперчувствительность к компонентам вакцины и аллергия, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет, хронические заболевания в период обострения или декомпенсации, онкологические болезни.
Проявление респираторных заболеваний или разовое повышение давления – это повод для временного медицинского отвода на несколько дней. Данные об этом внесут в базу данных. На руки пациентам ничего не дают. Если у человека обострение других заболеваний, его до прививки отправят к узким специалистам. Решение принимают они. Чтобы был медицинский отвод как абсолютным противопоказанием, то есть полностью вакцинация запрещена, только после консультации узких специалистов, там, где были зафиксированы данные факты. То есть если это аллергические реакции, то есть это консультация аллерголога, если это хроническая обструктивная болезнь легких или бронхиальная астма в стадии декомпенсации, консультация пульмонолога. По случаю Надежды Николаенко в поликлинике ответили, что участковый врач зафиксировал ее высокое давление. И так как медикаментами его выровнять не удается, ее отправят на обследование и лечение. То есть женщина все-таки получит медицинский отвод от вакцинации. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область. В Усть-Каменогорске в выходные разгорелся скандал с нетрезвой чиновницей возле пункта вакцинации. Работница акимата Подшафы приехала, чтобы выяснить, почему люди не могли получить прививку. Но только усугубила конфликт и сама попала под раздачу. Идира Какимова продолжит. Антон Князев – автор видео с чиновницей, ставшего уже вирусным. Он рассказал, что в воскресенье решил получить вакцину и приехал к передвижному пункту, который почему-то не принимал пациентов. После 2 часов ожидания люди потребовали вызвать человека, ответственного за работу пункта. Но когда приехала сотрудница городского акимата, претензии появились уже к ней. Ведь дама была выпившей, да еще и за рулем авто, рассказывает Антон. Еле стояла на ногах, начала звонить людям непосредственно, как я по предварительной версии, госслужащим, которые, может, искала покровительство в ком-то, уйти от ответственности. Вела она вызывающе, неадекватно, соответственно, пугала, говорится, самих даже сотрудников полиции, где имеется видео, что там руководством. Позабыв о вакцинации, люди стали снимать чиновницу на видео, пока та пыталась открыть автобус ключами, попутно броня тех, кто ее снимал. Позже вызвали полицию, но к стражам порядка дама уважения тоже не проявила. Они не уходят, они здесь стоят и мазут, компенсируют. Моим медикам водитель едет, я не могу открыть это как машину, да? Водитель едет еще. Это нормально. Что-то 33 бортовой номер никак не понимает, да? Я отключаю ГМДС. Полицейские, выслушав угрозы в свой адрес, все же увезли чиновницу на освидетельствование. За управление транспортным средством в состоянии средней алкогольного опьянения, которые влекут лишение водительского удостоверения сроком до 7 лет. Административное дело в отношении указанного водителя направлено в суд для принятия процессуального решения. Теперь сотрудницу аппарата акима города ждет не только наказание за вождение в нетрезвом виде, но и служебное расследование. Пока ее отстранили от работы. Женщине до пенсии осталось 8 лет. Проведем служебное расследование по данному факту и по факту нарушения норм этики государственного служащего. По словам медиков, передвижной пункт вакцинации в тот день не работал, потому что водитель ушел на обед, закрыв двери автобуса. Но на фоне разгоревшегося скандала это уже, кажется, мало кому было интересно. Идира Какимова, Илдос Жупанов, Информбюро, Усть-Каменогорск. Безинициативные, равнодушные чиновники нам не нужны. От такого балласта следует избавляться. Так, президент Касым-Жомарт Токаев высказался на прошедшем расширенном заседании правительства. Критикуя госаппарат, глава государства посоветовал чиновникам нацелиться на результат. Президент отметил, что в трудный для страны момент госслужащие должны мобилизоваться и проявлять инициативу и исполнительность. Впрочем, граждане тоже считают, что нужно сокращать раздутый госаппарат и оставлять только тех, кто приносит реальную пользу для страны и народа. Мне кажется, они вообще не нужны даже. Эти чиновники. Почему? Не знаю, в стране ничего не развивается хорошо. Как мы жили, так и живем. Может, даже хуже уже стало. Меньше денег на них тратиться будет, потому что чиновники у нас бессовестные многие. Если будут работать лучше, то почему бы и нет? От количества на самом деле не зависит, я думаю. От качества, так скажем. К другим новостям. Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева оштрафовали на 670 тысяч. Кондиционеры культурного объекта не давали спать жителям близлежащего жилого комплекса, которые пожаловались санэпидемиологам. От такого исхода культурный шок испытали не только жители города, но и сами сотрудники музея. Ведь исторический объект стоит на этом месте больше 40 лет
и никому до сих пор не мешал. Что говорят в музее и почему прохлада там катастрофически необходима, расскажет Нургали Карабаев. Итак, мы сейчас проходим в зал, где у нас находится собрание западноевропейской живописи. Это неизвестный художник Матона со святыми или Камбьяса «Золотой век». Да, все это 16 век. Ну и дальше все у нас... картины в оригинале? Конечно. Государственный музей имени Абылхана Кастеева – это уникальный культурный объект страны. Здесь собрано свыше 25 тысяч экспонатов. На выставке посетители могут увидеть работы именитых художников, начиная от 16 века. Можем сейчас видеть Богоматерь Федоровскую. Это работа в оригинале и в единственном экземпляре? Обязательно, обязательно. Больше да. таких в мире нет? Ну вот здесь любой экспонат уникальный. Только вот с прошлой недели сотрудники музея пребывают в шоке. Жители недавно построенного жилого комплекса по соседству с историческим объектом, который стоит здесь 45 лет, пожаловались на шумные кондиционеры. В итоге пришли санэпидемиологи, оштрафовали объект на 670 тысяч тенге и дали уведомление об устранении шума в течение 30 дней. Только вот в музее говорят, что кондиционеры здесь стоят не по прихоти чьей-то, а из-за острой необходимости. Скажите, пожалуйста, вот у вас здесь всегда холодно. Обязательно. Работают кондиционеры. Это необходимость или какая-то, не знаю, что? Это обязательное непременное условие любого музея, поскольку температура в залах должна быть 18-20 градусов, ни в коем случае не выше и не ниже, иначе наши работы начинают болеть. Мы можем получить осыпание просто живописного слоя. То есть кондиционеры помогают сохранить бесценные коллекции. Без них шедевры просто испортятся. К тому же работники музея говорят, что до строительства дома были против застройки. Он слишком близко расположен к режимному объекту. В управлении городского планирования и урбанистики ответили, что ЖК построили согласно всем требованиям. Документы на проектирование многоэтажного жилого комплекса получены застройщиком в 2018 году согласно законодательству Республики Казахстан в рамках оказания государственных услуг. Все проекты перед началом строительства проходят государственную экспертизу на соответствие законодательству Казахстана. Что дальше делать, в музее не знают, ведь отключить кондиционеры они не могут. Тогда под риском окажутся десятки тысяч экспонатов, многие из которых просто бесценны. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Казахстану не хватает рабочих рук. На рынке труда складывается неоднозначная ситуация. Количество вакансий, опубликованных на электронной бирже труда, почти в 2 раза больше, чем размещенных резюме. Какие работники сегодня наиболее востребованы и в чем причины кадрового голода в нашем материале? Рабочие и специалисты с низкой квалификацией сегодня востребованы как никогда. Адиль – студент столичного вуза. Каждый год на каникулах он устраивается на подработку. Работу, в принципе, найти студентам возможно. А в Казахстане, в Астане тем более, потому что здесь очень много работы. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на электронной бирже размещены 96 400 объявлений и зарегистрировано при этом всего 49 тысяч резюме. Треть всех объявлений относится к низкоквалифицированным занятиям. На втором месте по востребованности рабочие промышленности. Затем идут специалисты-профессионалы. Больше всего рабочих рук не хватает в Кустанайской и Карагандинской областях, а также в столице и Алматы. Самый большой спрос сегодня на подсобных рабочих, озеленителей, швей, слесарей, ремонтников. Также востребованы охранники, повара и помощники воспитателей. Огромное количество вакантных мест специалисты объясняют низкими зарплатами. Сыграла свою роль и пандемия. Есть сложности с привлечением сезонных мигрантов из соседних республик. Для специалистов с низкой квалификацией заработная плата составляет от минимальной 42 500 тенге до 150 тысяч тенге. Но далеко не все соискатели игнорируют невысокие зарплаты. Наиболее продвинутые работодатели стараются завлечь молодежь различными бонусами, говорят эксперты. Есть компании, которые предлагают не самые высокие заработные платы, но это компенсируется, скажем, обучением своих сотрудников, тимбилдингами, различными плюшками, фишками, которые, собственно, и привлекают кандидатов. Специалисты также советуют молодым людям при выборе профессии внимательно изучать рынок труда и отдавать предпочтение техническим и рабочим специальностям, так как они будут востребованы всегда. А вот юристов и директоров компаний в стране избыток, и им сложнее всего найти работу. Так что выводы напрашиваются сами.
Даля Насипова, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нур-Султан. На Кубе ввели режим ЧС из-за массовых беспорядков. Антиправительственные митинги вспыхнули в стране в минувшие выходные. Демонстрации стали самыми массовыми в стране за последние 30 лет. Как коронакризис поставил под угрозу власть в стране, чего требуют митингующие и что еще происходит в мире, в нашем обзоре. На улицы вышли жители 20 городов. Такого не было с 1994 года. Коронакризис окончательно добил экономику. В стране дефицит продуктов, нехватка лекарств и безработица. А из-за низкого охвата вакцинации многие объекты бизнеса не могут открыться для посетителей. На фоне отсутствия вакцин власти Кубы отказались от помощи России и Китая. Вся надежда на местный препарат Абдала. Трехфазная прививка стала первой, разработанной в Латинской Америке. Вакцина открывает перспективы не только для расширения вакцинации на Кубе, но и для поддержки нуждающихся соседних стран. Тем временем из-за штамма Дельта сразу несколько стран снова усиливают ограничения. В США по 20 тысяч заболевших четвертый день подряд. Такого роста не было с мая. В Миссисипи Дельта проникла почти во все уголки штата. При этом вакцинировано всего треть населения. Схожая ситуация почти в десятке стран. А в испанской Каталонии бары и клубы снова перестанут работать по ночам. Кстати, заведения возобновили ночную работу всего 3 недели назад, после 15 месяцев простоя. В Израиле к борьбе с Дельтой привлекли тяжелую артиллерию. В стране начали прививать третьей дозой Pfizer пожилых людей и пациентов из группы риска. За минувшие выходные в стране 450 новых заболевших. Будут ли внедрять ревакцинацию для всех граждан, в Минздраве страны пока не знают. Наталья. Спасибо, Елена. Италия ликует. Сборная этой страны стала триумфатором в Евро-2020, заработав первый титул победителя на чемпионате Европы с 1968 года. Напомню, чемпионат должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Как встретили победителей и какой скандал разгорелся в день финала, в нашем материале. Заветный кубок приехал в Рим. Триумфатор Евро-2020 сборная Италии по футболу приземлилась ранним утром в римском аэропорту Фьюмичино. Успех на чемпионате Европы пришел за провалом, когда сборная Италии не прошла квалификацию на последний чемпионат мира в 2018 году в России. Эмоции от победы не сдерживали не только на трибунах. Слезы радости не скрывал и тренер сборной. Это была эмоция, которая возникает после достижения чего-то невероятного, когда видишь, как ребята празднуют, болельщики празднуют на трибунах. И зная все, что они сделали, всю ту работу, которую мы выполняли в течение 3 лет, особенно в эти последние 50 дней, я думаю, что игроки действительно заслуживают похвалы за это. Итальянцы рано получили в свои ворота первый гол от Люка Шоу, но сравняли счет во втором тайме благодаря нападающему Леонардо Бонуччи, а затем выиграли со счетом 3-2 в серии пенальти после ничьей 1-1, когда истекло дополнительное время. Ветеран итальянской сборной Бонуччи получил свою первую международную награду УЕФА как лучший игрок финального матча спустя 9 лет после поражения в финале Евро-2012 от Испании. Мы с самого первого дня говорили, что верим, что сможем это сделать. Не обошлось и без скандала. Болельщики сборной Англии во время финального матча испытали резкий перепад в настроении. От восторга к сокрушительному разочарованию. В социальных сетях они набросились на главного тренера команды Гарета Саутгейта. Многие считают, что он совершил фатальную ошибку, отправив для решающего пенальти 19-летнего Букайо Сака. Неопытный игрок не смог реализовать удар, и теперь ему жить с этим всю жизнь. Англия остается без главного трофея с 1966 года. Оскар Миндыбаев, Наталья Райм, Информбюро. Таким информационный понедельник увидели корреспонденты Информбюро. Я вам желаю хорошего вечера и берегите себя.